В эфире информационный выпуск Камши-Кшара. Здравствуйте. Премьер-министром Абхазии Валерием Бганбой и заместителем председателя правительства России Виталием Мутко подписано решение сопредседателей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о распределении части нераспределенных средств федерального бюджета, сообщается на официальном сайте Кабинета министров Абхазии. Средства в объеме 109 миллионов 332 тысячи рублей предусмотрено на оказание Российской Федерации помощи Республике Абхазия для осуществления единовременных выплат отдельным категориям граждан Республики Абхазия и финансирования расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов в текущем году. Согласно подписанному документу, 51 миллион 600 тысяч рублей будут направлены на осуществление единовременных выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, членам семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии. По данным Министерства финансов Абхазии, средства единовременной выплаты поступят на счета ветеранов Великой Отечественной войны в срок до конца текущего месяца. Выплаты остальным категориям будут производиться в первых числах августа 2019 года. Кроме того, средства в объеме 57 миллионов 732 тысячи рублей решено направить на финансирование в текущем году расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов, таких как дополнительное финансирование приобретения и доставки 14 автобусов, 5 единиц специализированной техники для перевозки и компактирования отходов, потребление 4 машин скорой медицинской помощи. В Общественной палате Абхазии обсудили проблему сохранения и развития государственного языка. Во встрече приняли участие ученые и лингвисты, руководители госучреждений, занимающихся языковой политикой. Очередного заседания Общественной палаты «Сохранение и развитие государственного языка». То, что абхазский язык вследствие многих причин оказался на грани исчезновения, уже зафиксировали и некоторые международные организации. Ученые и языковеды Абхазии пытаются исправить ситуацию не первый год, разрабатывая и внедряя различные программы. Ведь одна из главных составляющих нации – это родной язык, без которого нет ни самой национальности, ни государства. Дарадза гуялу, дарадза гутынчарна хнатует, яха хапсобызша атаглазаша. Харя адроита хапсобызшагна ишуко законка хапсобызшагана хала аха вахубшозер аха идуклозер яха уи дара усавот хазухирата ишукам брадахаку. Существует много разных мнений, предложений и программ, связанных с сохранением и развитием абхазского языка. Однако спасти ситуацию может только сам народ. Как отмечали участники заседания, закон об абхазском языке должен работать на всех уровнях. Абри аҳәынҭқарра сатәылауаҩуп ҳәа игәы иаанагозар иҭахызар, аҳәынҭқарратә бызшәа идыруазароуп. Нас уа иҟалаӡом министрс иҟало дарбану, даԥсуоума, даирманума, даурысума, дызмилаҭ аҷҷаҳәа аԥсшәа иҳәозар, аԥсуа культура идыруазар, атрадициа идыруазар, дызмилаҭу аҵак амаӡам, еиҟараны аԥсуаа ирывагылароуп ҳтәылауаа зегьы. Ус анакәха, ахәыҷ баҳчаҿ инеиз аԥсшәа иҳарҵароуп. Аҩбатәи абызшәагьы имазаат, аурыс бызшәа, англыз бызшәагьы иҵароуп, иахьатәи адунеиаҿ хбызшәак раҳҭароуп ҳхәыҷқәа. Ажурналистцәа, аминистрцәа ианрыдгылалак, аԥсышәала иҳазҳәаӡом, урысшәала шәаҳҳәот ҳәа рарҳәо. В первую очередь необходимо перевести на абхазский язык делопроизводства, а также проводить на родном языке все государственные заседания. Для тех, кто не знает абхазского, можно организовать синхронный перевод. Проблема сохранения и развития родного языка существует не только в Абхазии, но и во многих странах мира. Почти все малочисленные народы сталкиваются с аналогичной ситуацией. Председатель Госкомитета по языковой политике Батал Хагуш предложил обратиться к опыту этих стран. ولس حقا يقول يحبي عخنيز أبخر قلنا مشابرة نرجيت خوج بحشة حتى خوج بحشة حوت خدرقنا شكول اختبوي بيبجك خبا خشوك سنركنا عشوك سرقنزا
ашып сырқынза, ахучко хырботап, губкау. Ишпақау бре губка. Хаза губка гацаньяу. Шнед англыз біз шөджиги шахадзау. Башылым хаттаслыги шахарниязу. Иго дара уэльс біз шо. Уэльс біз шоздыр уэн бияхана улафу хуирту. Ахучко рабза, ахучко ашколу имталу. Альгота параму. Уэльс біз шоздыр озар. $10 шозар, хошо биршо. Аусур иргозар. Бас яхуб шода біз шоздыр озар. И без шагу дороза, уэльс біз шо, англыз біз шо. $10 уртот, скирозар, скизао, англыз біз шо здоруел. А жакала ухнел залаги, шипахеху го залаги рад без шо дырра, и уцхрау. Аха, вы хунткарат без шо зам. Хунткарат без шо замера, ахнеп хунткарат без шо зам. Аха, убран зинарги, хочу, миллион гачын за ирдули гартара даху. По мнению профессора, лингвиста Вячеслава Чирикба, чтобы спасти язык, необходимо прививать любовь к нему с самого раннего возраста. На сегодняшний день лишь 30% детей говорят на абхазском языке нормально. Таковы данные социолингвистических исследований, проведенных во всех детских садах и начальных классах городов Абхазии. Абхазский язык идет по пути убыхского языка. Это лингвистический факт, да? Язык сдает свои позиции, о чем писал еще в 19 году Дмитрий Гуля. Если мы, поскольку говорит, Абхазия настолько многонациональна, если не возьмемся за абхазской с двумя руками, это было в 19 году, и он как году смотрел. Проблема общенациональная, решать ее как национальный проект. Одна из важнейших. Вот демографическая – это отдельная проблема, нужно решать ее, да, обязательно, как национальный проект. Демография Абхазии. И вторая – это язык абхазский. Потому что он вымирает. То есть кадры у нас есть. У нас есть сейчас прекрасные кадры есть. У нас вот Тали Джоп, вот здесь Кира Какаскир, Батал Хагуш. Вот еще есть люди молодые подходят. То есть кадры есть. У нас вообще нет денег. То есть две самые, животрепещущие задачи абхазского этноса, в которых он просто вымирает. На них денег нету. Нет денег на демографию, нет денег на язык. А на что деньги есть? На все остальное находится. Законы, проекты, телевизионные программы, всевозможные акции в поддержку родного языка – все это ничто, если не говорить на нем дома, на улице, на работе. Каждый должен начинать с себя. Для этого в каждой абхазской семье должны понимать серьезность вопроса, говорить на родном языке, прививая к нему любовь и передавая из поколения в поколение. На 69-м году жизни скончалась заслуженный учитель Абхазии Агница Кочуберия. Агница Родионовна – уроженка села Кында Хачамчирского района. После окончания Тарской средней школы поступила в Сухумский пединститут по специальности физика. В том же году начинает профессиональную деятельность в 5-й школе города Тхорчал, в которой работает 24 года учителем, а затем завучем. После Отечественной войны народа Абхазии до последних дней Агница Кочуберия продолжила профессиональную деятельность уже в 1-й и 2-й школах Тхорчала. В 2016 году указом президента ей было присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Вся ее жизнь была посвящена образованию и воспитанию подрастающего поколения. Это исключительно был преданный человек своему делу, который не только давал знания своего предмета физики, но и воспитывал граждан нашей страны, прививал им любовь к культуре и богатым историческим традициям. Ее профессионализм, мудрость, терпение, чуткость поистине останутся примером всем, кому не безразлична судьба нашего народа. 16 июля около 10 часов вечера в районе Каштака Гулрышского района на линии электропередачи упала большая ветка эвкалипта, в результате чего без электричества остались более 10 домов. Сотрудники Черноморэнерго сразу же выехали на место аварии. Репортаж Гугу Цивардания. Из-за проблем с подачей электричества в последнее время в республике участились случаи возгорания. И причин здесь несколько. Чаще всего это нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования, из-за чего возникает короткое замыкание. А также много хлопот приносят работникам Черноморэнерго неблагоприятные погодные условия. Ночью выехали мы, временно восстановили
кроме 2 домов. 2 дома остались без света. Сегодня полностью восстановим и подадим свет с утра. Случилось это где-то в 10 часов ночи. И вот где-то в 11 мы подали все, что было возможно. Эти хозяева этих домов тоже присутствовали. Летом в сухую и жаркую погоду ветхие ветви деревьев во время ливневых дождей и сильного ветра часто падают на линии электропередачи. И чтобы предотвратить это, необходимо вырубать или обрезать так называемые опасные деревья. Однако без официального разрешения экологов такие работы проводить нельзя. Ветки деревьев часто падают на высоковольтные линии. Вот там сложнее работать. Мы восстанавливаем. В районе Агудзер, в Ниш, это научно-исследовательский институт, там на их территории тоже есть огромное эвкалиптовое дерево. Пол дерева упало, порвало, там медные провода, 10 киловольт линию. В общем, прочистили, пока вытащили провода, полдня заняло у нас. Это эвкалиптовое дерево уже не в первый год создает множество проблем местным жителям. Так как здесь во время полевых работ 5 лет тому назад оно загорелось. Оставшиеся ветви дерева представляют собой большую опасность, создавая проблемы не только с передачей электроэнергии, но и проезжающему мимо автотранспорту. Таким образом, в результате восстановительных работ, проведенных специалистами Черноморэнерго, все сухие ветки эвкалипта были обрезаны, а оборванные линии электропередачи соединены. Однако, как говорят специалисты, чтобы в будущем дерево не представляло опасности для окружающих, его необходимо срубить. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Во второй половине дня, ближе к вечеру, возможен дождь, местами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 24-29 тепла. Температура моря плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Председатель Эрман резюмировал дебаты.